Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники, а также наши будущие абитуриенты, их родители. Прямой эфир ведется из столицы Республики Башкортостан, города Уфы. Башкортостан – это гостеприимный, многонациональный край с большими сложившимися традициями, где проживают представители более 100 народностей. Республика расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Климат, я думаю, вы знаете, у нас благоприятный, он континентальный, с влажным теплым летом и умеренно суровой зимой. Сегодня мы проводим с вами вторую встречу с высшими учебными заведениями. И сегодня вас приветствуют ведущие вузы Республики Башкортостан, представители Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Перед тем, как начать с вами активно общаться, мы бы хотели предоставить слово председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавату Талгатовичу Сагитову. Хайырлы күн, хөрмәтле милләттәштәр, ватандаштар, хөрмәтле дуслар. Добрый день, наши дорогие соотечественники, наши дорогие друзья. Как мы и обещали, площадка «Біз Башкорттар», мы, башкиры, потихонечку, но становится местом для общения с нашими соотечественниками, соплеменниками, которые по воле судьбы проживают за пределами нашей большой страны. Но при этом ваш интерес к жизни нашей республики, к истории Башкортостана, он всегда ощущался и ощущается. И мы стараемся удовлетворить все ваши потребности. Вы, наверное, уже посмотрели ряд лекций, которые размещены на нашем портале «Уроки башкирского языка». Также мы провели ряд встреч. И как я и обещал, с сегодняшнего дня мы начинаем цикл встреч с представителями университетов, расположенных в городе Уфе, которые, конечно, готовы принять в свои стены всех желающих. С вами встретятся представители Башкирского государственного университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Нефтяного технического университета, Башкирского медицинского университета, Института искусств, Аграрного университета и нашего университета Акмуллы, педагогического университета. Я уверен, что вы найдете ответы на многие вопросы, которые вы можете задавать в прямом эфире. Если вдруг вы не найдете их в прямом эфире, мы обязательно ответим вам позже и направим все ответы на интересующие вас вопросы. Помните, что действительно ваша историческая родина Башкортостан и ее вузы с удовольствием примут всех желающих, тех, кто хочет получить высшее образование в нашем городе, в нашей республике. Добро пожаловать, Рахамитегет. Спасибо Салавату Талгатовичу за столь теплое приветствие участников сегодняшнего мероприятия. Дальше мы с вами уже продолжаем работать в плане презентации вузов, которые сегодня представлены на мероприятии, а также в формате вопросов и ответов. Итак, сегодня один из ведущих вузов России, имеющий богатейшую 70-летнюю историю, это Уфимский государственный нефтяной технический университет. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным вузом акционерного общества «Газпром», «Сибур Холдинг», стратегическим партнером «Роснефть». Вуз вошел в состав опорного образовательного центра России по направлениям цифровой экономики, получил статус федеральной инновационной площадки. Слово предоставляется проректору по организации приема студентов и профориентационной деятельности Денису Владимировичу Каретникову. Вам слово. Наталья Викторовна, спасибо. Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день, уважаемые родители. Сегодня мы хотели бы рассказать о нашем университете, Уфимском государственном нефтяном техническом университете.
На сегодняшний день у нас обучается более 20 тысяч студентов, которые представляют 56 регионов Российской Федерации и 50 иностранных государств. То есть диплом УГНТУ, он узнаваем как в России, так и за рубежом, что, естественно, говорит о качестве того образования, которое вы можете получить в Уфимском нефтяном университете. Как уже было сказано, УГНТУ, являясь опорным вузом, входит в число 72 вузов Российской Федерации, имеющих особый федеральный статус. Статус опорного вуза, говоря простым языком, означает, что вуз готовит кадры по ключевым для экономики страны направлениям подготовки. Ну, ни для кого не секрет, что топливно-энергетический комплекс – это один из столпов экономики как Российской Федерации, так и многих других государств, поэтому, естественно, выпускаемые нами кадры востребованы на рынке труда. На данном слайде представлены рейтинговые показатели нашего вуза. Так, согласно рейтинговому агентству «Эксперт», УГНТУ ежегодно входит в топ-50 вузов Российской Федерации, в том числе в топ-15 вузов по уровню востребованности выпускников. Ну, кто-то из вас может сказать, что топ-50 – это даже не топ-10, но для понимания вузов Российской Федерации, если мы будем считать головные образовательные организации и их филиалы, более 1300, ну, соответственно, вхождение в топ-15 по уровню востребованности выпускников, ну, можно сказать, вот тот 1% топовых вузов – это хороший показатель, который говорит о том, что, выбирая наше образование, вы получите диплом, который позволит вам достойно трудоустроиться в дальнейшем. Также УГНТУ представлен в ведущих мировых рейтингах, рейтинговые позиции, представленные на слайде. Но, наверное, для родителей, для выпускников более интересны те показатели, которые представлены в правом нижнем углу экрана. Это уровень трудоустройства выпускников в год окончания вуза и средняя заработная плата выпускника. Естественно, данные показатели достигаются благодаря плотному взаимодействию с промышленными партнерами. Как уже было сказано, УГНТУ является опорным вузом Российской Федерации, носит статус опорного вуза ПАО «Газпром», стратегическим образовательным партнером компании «Роснефть», также входит в лигу вузов компании «Газпромнефть». Что это значит для вас, как для студентов, даже если вы, планируя поступить к нам из другого иностранного государства, планируете обратно уехать к себе на родину, это значит, что вы будете обучаться в вузе, где промышленные партнеры, по сути ведущие энергетические компании мира, принимают активное участие в образовательном процессе. То есть все программы подготовки, выпускные экзамены, дипломные работы, естественно, прохождение практики согласуются с компаниями-работодателями. На данном слайде представлена та информация, о которой я уже сказал ранее. Это уровень средней заработной платы выпускника в год окончания вуза. Я подчеркиваю, что это средние данные, то есть, грубо говоря, статистика. Данные носят, если память не изменяет, этим данным 2 года. Понятно, что за это время средние заработные платы выросли, но нам отрадно отметить, что уровень средней заработной платы выпускника конкурентен средней заработной плате выпускников профильных нам вузов Москвы и Санкт-Петербурга. На данном слайде представлены те направления подготовки, по которым в УГНТУ осуществляется выпуск студентов. Но, естественно, это нефтегазовая и нефтехимическая промышленность. Также на сегодняшний день УГНТУ это не просто технический, это политехнический вуз, который готовит кадры по широкому перечню специальностей. Также мы готовим кадры для предприятий строительного и машиностроительного комплекса, IT-компаний. У нас ежегодно расширяется перечень специальностей по информационным технологиям. Допустим, с прошлого года в перечень IT-специальностей была включена так называемая банковская информатика, то есть это подготовка кадров для цифровой экономики, большой перечень специальностей в рамках направления экономика и менеджмент, ну и, естественно, цифровой сервис и бизнес. Обучаясь в УГНТУ, вы можете осваивать образовательные программы на иностранных языках или в корпоративных группах компаний. То есть я уже сказал, что мы плотно взаимодействуем с компаниями-работодателями. И обучаясь в корпоративной группе, вы изучаете, допустим, основы химической технологии не в общем, а с привязкой к конкретному производству, что также в дальнейшем дает вам преимущество при трудоустройстве. На сегодняшний день обучение в УГНТУ – это широкие образовательные возможности. У вас есть все необходимое для индивидуализации вашего обучения, для проведения обучения в новых форматах проведения занятий.
для того, чтобы вы сами выбирали или строили свою образовательную траекторию. Один из таких инструментов – это студенческие академии, которые были запущены буквально в 2020 году. Студенческие академии – это образовательные курсы, которые вы осваиваете поверх вашего основного расписания, но преимуществом является то, что, грубо говоря, пройдя курс по технологическому предпринимательству, вы можете перезачесть его результат в рамках основной образовательной программы. Говоря простым языком, не ходили на основы экономики, пошли на технологическое предпринимательство и зачли это как основы экономики. Естественно, обучение в ВУЗе – это не только получение знаний, но это развитие вас как личности, для чего у нас также созданы все условия. Хотелось бы отметить, что иностранные студенты большое участие принимают в различных мероприятиях, и для того, чтобы мы более плотно осветили данный момент, я передаю слово моему коллеге Урунову Салимджону, заместителю декана факультета по работе с иностранными студентами. Он уже расскажет о том, какие возможности есть у студентов УГНТУ. Пожалуйста, Спасибо, Денис Владимирович. Доброго времени суток, уважаемые участники онлайн-встречи, дорогие друзья, возможно, будущие наши студенты-нефтяники. Позвольте прежде всего поздравить всех нас с наступающим международным праздником Навруз и пожелать крепкого здоровья, радости, семейного счастья и благополучия. В стенах Уфимского государственного медицинно-технического университета обучается около 1400 иностранных граждан из 52 стран мира. Они представляют практически все континенты нашего земного шара, правда, кроме Антарктиды, но над этим мы тоже работаем. В целях социальной адаптации иностранных студентов и их интеграции в российское общество в течение учебного года проводится большое количество культмассовых и спортивных мероприятий. Год, соответственно, начинается это с сентября месяца. Осенний семестр посвящается проведению недели национальных культур стран, таких стран, как Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Киргизия, Республика Казахстан и дальнего зарубежья. Это такие, как Ангола, Экваториальная Гвинея, страны Латинской Америки и Восточной Азии. И следующий семестр весенний как раз-таки посвящается проведению международного праздника Навруз, который проводится очень масштабно и среди жителей города Уфы, в целом Республики Башкортостан, и они с большим ожиданием ожидают данный праздник. Далее мы проводим чемпионат мира среди иностранных студентов по мини-футболу среди иностранных студентов вузов Республики Башкортостан. И, соответственно, год завершается проведением Дня африканского искусства, День Африки. То есть в стенах нашего Уфимского нефтяного университета созданы все благоприятные условия для того, чтобы в неучебное время вы могли реализовывать все свои проекты, идеи и все вышеназванные мероприятия, которые я сказал, мы проводим. Это все благодаря идеям самих студентов проводится. Наверное, Уфимский нефтяной университет – один из немногих вузов России, у которого имеется свой студенческий городок. Это все учебные корпуса, общежития и социальные объекты, такие как спортивный комплекс, поликлиника, столовые и магазины, сосредоточены на одной территории. Во время обучения, очного обучения предоставляется койко-место для иностранных студентов, и в общежитиях созданы все благоприятные условия для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали и спокойно учились. То есть в общежитии у нас имеются учебные комнаты, которые оборудованы компьютерами, спортивные комнаты, в которых вы можете заниматься и поддерживать свою физическую форму. И кроме этого, соответственно, у нас есть спортивно-оздоровительные комплексы, в которых реализуются спортивные проекты, такие как по футболу среди иностранных студентов. Это у нас есть сборная команда иностранных студентов «Интернефтяник», которая уже действует более 7 лет. И преимущественно представлены все иностранные граждане из дальнего зарубежья играют в первенстве Республики Башкортостан. И кроме этого, также это клуб Интерфайт, то есть это клуб единоборства, где студенты в свободное время от учебы могут тренироваться, заниматься борьбой, боксом и многими другими.
Поэтому, дорогие друзья, абитуриенты, будущие, возможно, наши студенты, двери Уфимского государственного инженерно-технического университета всегда открыты для талантливой и амбициозной молодежи. Приезжайте, и будем всем рады. Уважаемые слушатели, я еще буквально пару слов скажу про процедуру поступления. Вот на слайде представлены так называемые коридоры поступления. Понятно, что для иностранных граждан у вас есть все возможности для поступления по результатам внутренних экзаменов. Очень часто нас иностранные ребята спрашивают, мы же не сдавали ЕГЭ, как поступить. Для этого по российскому законодательству вы можете сдавать внутренние экзамены, то есть экзамен на базе вузов. Перечень экзаменов он тот же, что для и российских ребят. То есть, допустим, наши школьники поступают по результатам ЕГЭ математика, физика, русский язык, ну, в рамках одной какой-то конкретной специальности, я имею в виду. Вы же вместо сдачи ЕГЭ можете сдавать экзамены на базе вузов. Для того, чтобы сдать экзамен на базе вуза, нужно подать документы. Прием документов в УГНТУ начинается 5 апреля. Но, естественно, не стоит спешить для тех ребят, кто в этом году выпускается, подача документов, возможно, с момента, как вы получите аттестат или диплом об образовании. Если говорить о бюджетных местах, куда, естественно, соотечественники также могут поступать, подтвердив свой статус соотечественника, то прием документов по результатам внутренних экзаменов осуществляется до 17 июля. Что касается непосредственно приема документов, он может быть осуществлен очно или в электронно-цифровой форме через сайт приемной комиссии. То есть как у вас на руках будет полный комплект документов, вы заходите на сайт, формируете заявление, подгружаете сканы ваших документов, дальше записываетесь на экзамены, которые проходят в удобное для вас время. Экзамены также проводятся очно или с использованием дистанционных технологий. Это касается всех предметов, за исключением творческих вступительных испытаний. Ну и дальше уже по условиям конкурса, если вы проходите на бюджетное место, то предоставляете оригинал документа об образовании. Это можно будет сделать, допустим, использовав службу доставки. Если на платное место, то уже связывайтесь с приемной комиссией по вопросам оформления договора на оказание платных образовательных услуг. На этом мы благодарим вас за внимание. Вливайтесь в команду УГНТУ. Спасибо. Спасибо большое, Денис Владимирович. Спасибо огромное Уронову Салимжону за столь подробную информацию о Уфимском нефтяном государственном университете. И также о том, что в данном университете создается благоприятная, комфортная среда для обучения и проживания иностранных студентов, всевозможная поддержка и психологическая, и материальная для вливания иностранных студентов в коллектив университета. Поэтому я думаю, что многие из тех, кто сейчас нас слушает, уже имеют вопросы к нашим коллегам и будут им задавать. Но я думаю, что вопросы мы все в конце презентации уже озвучим. Хотела бы узнать, вопросы у нас будут в чате задаваться, да? Хорошо, тогда наши коллеги их будут озвучивать. И еще хотелось бы сказать нашим слушателям сегодняшнего мероприятия, если кто-то не успеет или подключиться вовремя, или уже опоздали с подключением, вы можете прослушать трансляцию сегодняшнего мероприятия на YouTube-канале Педагогического университета. А сейчас хотелось бы представить Башкирский государственный педагогический университет. Он имеет более полувековую историю и традиции. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Республики Башкортостан. На сегодняшний день по различным направлениям здесь обучается свыше 11 тысяч студентов. За время своей работы университет выпустил более 40 тысяч специалистов по разным направлениям. За время своей работы университет приобрел огромный опыт привлечения для обучения иностранных студентов. И сегодня хотелось предоставить слово заместителю ответственного секретаря приемной комиссии университета
Зульфие Саидгалевне Зинуровой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники онлайн-встречи. Давайте сначала посмотрим наш ролик про педуниверситет. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучаются более 25 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмулинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов, генетиков и экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развивается научное направление. Разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии, в областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка по углубленному изучению истории и культуры ислама. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействия со странами набирают обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить 2 диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – Колумбии, Китая, Турции, Пакистана, Сенегала, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других. Акмулинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с Республиканской общественной и культурно-просветительской организацией «Альянс Франсес». Волонтерский центр является одним из лучших в республике. Его деятельность имеет широкий спектр направлений, от событий международного уровня до стройотрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует Республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы Акмулинского университета успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Корос» посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает физкультурно-образовательный центр «Аванте». Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий-профилакторий. В приемной кампании 2020 года средний балл был равен 73,5, конкурс составил 6,7 человек на место. Абитуриентов ждут 1690 бюджетных мест. В новом учебном году прием документов начнется 14 июня. Ежегодно школьники участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах, кубках и чемпионатах. Успешное прохождение приносит дополнительные баллы в копилку достижений школьника. При поступлении в вуз победы в олимпиадах учитываются и поощряются. Абитуриент также может получить скидку на оплату обучения.
До встречи в Акмолинском университете! Наш Акмолинский университет является одним из ведущих педагогических вузов нашей страны и имеет богатую историю, традицию. И вот, сохраняя наши традиции, на протяжении многих лет мы готовим специалистов по востребованным направлениям. В структуру нашего университета входят 5 институтов и 4 факультета, а также колледж имени Акмуллы. Абитуриентам педвуза предлагается большой выбор программ. Это 15 специальностей в колледже, 126 бакалавриат, 101 это магистратура и 27 направлений это по аспирантуре. Ежегодно наш университет открывает новые направления, востребованные на рынке труда, что говорит о умении своевременно ориентироваться в современных трендах. И так, в 2021 году у нас планируется осуществить прием на 10 новых направлений, которые вы видите на слайде. Это устойчивое развитие экосистем, прикладная информатика в здравоохранении, наноэлектроника, микроструктура и так далее. Также всю актуальную информацию по проведению приемной кампании вы можете увидеть на нашем сайте bspu.ru на странице приемной комиссии. Также хотелось бы остановиться на некоторых нововведениях этого года по приему. В этом году у нас, в прошлом году, если было 3 направления, то в этом году абитуриенты могут выбрать 5 направлений внутри вуза, а также у нас есть возможность выбора вступительного испытания по одному экзамену. Допустим, вот биология обязательная, математика, обществознание, в скобках указано обществознание, то есть по выбору вы можете сдать или математику и обществознание. А также, если желаете, можете сдавать математику, обществознание, а уже будем учитывать наибольший балл. Также у нас в 2021 году произошли изменения по минимальному порогу, то есть это минимальные баллы, которые у нас при приеме документов учитываются. На это тоже необходимо обратить внимание. У нас прием документов начинается с 14 июня 2021 года, и необходимый пакет, который указан на слайде, нужно предоставить в университет установленные сроки, и одним из удобных вам способов это очно, то есть вы приходите в наш университет по почте и также с использованием дистанционных технологий. Но хотелось бы соотечественников предупредить, что по почте, если вы собираетесь отправлять по почте, то учитывайте сроки доставки до адресата и заранее позаботьтесь об этом. Далее хотелось бы сказать, что вся подробная информация у нас на сайте нашего университета, на странице приемной комиссии, также в социальных сетях, которые в Инстаграме, ВКонтакте. А все организационные вопросы уже по сопровождению абитуриентов из зарубежных стран осуществляет у нас отдел сопровождения международных программ и проектов Акмолинского университета. Спасибо. Спасибо, Зульфия Саидгалиевна, за столь подробную информацию о новшествах, которые произошли в 2021 году в приемной кампании университета, за информацию по направлениям, которые в этом году университет будет осуществлять. Также я думаю, что у наших слушателей возникли вопросы, которые проще уже в дискуссии для себя уточнить, и мы ждем вашего участия
в нашем мероприятии. Я думаю, что по первому вопросу, да, вот хотелось бы озвучить вопрос Хусаинова. В УГНТУ можно поступить на бюджет гражданина Узбекистана? Я отвечу, с вашего позволения. Уважаемые слушатели, как в УГНТУ, так и в БГПУ граждане Узбекистана, а также граждане других государств стран СНГ могут поступать на бюджетное место. Озвученные нами бюджетные места я вот показал. 2585 бюджетных мест в УГНТУ на программах бакалавриата и специалитета. Если память не изменяет, 1690 бюджетных мест на программах БГПУ. Это все те бюджетные места, на которые вы можете претендовать по конкурсу. Говоря простым языком, у вас равные образовательные права, как у соотечественников, с нашими ребятами. Поэтому здесь все зависит от вас. Если вы выбрали какую-то программу, посмотрите на нашем сайте или на сайте БГПУ перечень специальностей и соответствующий перечень экзаменов и начинайте подготовку к экзаменам. Отвечая вкратце, в УГНТУ гражданин Узбекистана может поступить на бюджетное место. Спасибо большое. Можно добавить? Да? Можете добавить по документам. Да, по Узбекистану. Дорогие друзья, ежегодно представители Уфимского нефтяного университета выезжают в Республику Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в целях проведения въездных профориентационных мероприятий. В программе мероприятия это презентация уже в очном формате, тестирование, тренировочные тестирования, по результатам которых вы будете рекомендованы к поступлению в наш университет. И в этом году ближайшие поездки намечаются уже через неделю, с 29 марта по 4 апреля в городах Республики Таджикистан выезжают представители Уфимского нефтяного университета для проведения презентации и тестирования. В города Душанбе, Куляб, Бухтар, Дангара и Худжанд. И далее с 5 апреля по 11 апреля приемная комиссия уже будет работать в городах Республики Узбекистан. Эти города Фаргана, Наманган, Бухара, Самарканд и Ташкент. Для получения более подробной информации я вас попрошу подписываться на наш аккаунт в Инстаграме. Сейчас будет возможно написать, да? International, нижнее подчеркивание, USPTU. International, нижнее подчеркивание, USPTU. Пожалуйста, сами. Да, пожалуйста, подписывайтесь, и все новости о проведении. Спасибо. Подписывайтесь, и все информацию мы выложим в данный аккаунт. Айсылу Гариповой есть вопрос. Скажите, пожалуйста, какие необходимы документы для поступления в нефтяной университет? Вот Зульфия Светгалина подробно очень объяснила, какие документы необходимы для поступления в педагогический университет. Я думаю, что вы тоже можете более подробно сейчас рассказать. Уважаемые СЛУ, уважаемые слушатели, основными документами для поступления в любой университет является документ, удостоверяющий личность. Тут тип документа уже зависит от того иностранного государства, представителем которого вы являетесь, и ваш документ об образовании. В зависимости от того, гражданин какой вы страны и какие у нас международные соглашения между странами России и вашим государством, здесь уже будет определяться тот перечень, предъявляемый к диплому. Нужен перевод, не нужен перевод. То есть, если в дипломе есть запись на русском языке, то перевод не требуется. Если в зависимости от страны, допустим, граждане стран Казахстан, Таджикистан, что у нас? Киргизия, Белоруссия, при наличии записи в документе об образовании на русском языке просто представляют свой документ. Если у вас документ на иностранном языке, то вы уже представляете перевод. Но тут очень большая вариация, я просто не хочу вдаваться в частности в рамках данной трансляции. Салим написал наш Инстаграм по работе с иностранными студентами, просьба написать туда
и вам уже ответят непосредственно на тот перечень, который нужно будет представить вам. Еще интересный вопрос. Студентов из Занзибара мы принимаем? Обязательно. С радостью принимаем, да. Я вот как выше говорил, то, что очень большая география иностранных учащихся в нашем университете. Вот, как я уже говорил, там, в шутку, что работаем тоже над тем, чтобы вот привлекать из континента Антарктиды. Да. Поэтому мы всега рады сотрудничеству. Пожалуйста, подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме, пишите вопросы, всегда рады сотрудничеству. С радостью примем. Тот же наш участник мероприятия спрашивает, а какие результаты необходимы, ну вообще что нужно для лучшего поступления в УГНТУ? Ну, он, по-моему, еще приводит аббревиатуру Всероссийской олимпиады школьников. Да. Но если говорить о Всероссийской олимпиаде школьников, наверное, нас смотрят не только ребята за пределами республики, но и внутри республики. Ребят, мы, конечно, на ваши вопросы ответим, но здесь, если говорить о Всероссийской олимпиаде школьников, то мы учитываем все профили, кроме физкультуры. А если говорить в общем об иностранных студентах, то зависит от того, на какую специальность вы хотите. Мы вуз технический, понятно, основной перечень специальностей у нас технический, и на эти специальности мы учитываем математику, русский язык, и дальше уже в зависимости от специальности физика, химия, информатика. Как уже сказал, вы предоставляете результаты ЕГЭ, но мы понимаем, что иностранные граждане ЕГЭ практически не сдают, либо сдаете вступительные испытания на базе нашего университета. Наверное, я думаю, ответили. Спасибо, Денис Владимирович. У нас есть еще один вопрос, он касается обоих вузов. Это есть ли военные кафедры в вузах? У нас в педуниверситете военной кафедры нет. Но есть отсрочка. Да, но есть, естественно, есть отсрочка, которая при поступлении на первый курс абитуриенты имеют право. Поэтому это уже при поступлении вся информация будет, куда обратиться. В УГНТУ военной кафедры также нет, но предоставляется отсрочка, потому что мы все-таки Уфимский нефтяной технический университет, мы готовим кадры для предприятий топливно-энергетического комплекса. Спасибо. Пока вопросов нет, можно я задам вопросы? Скажите, пожалуйста, какие меры социальной поддержки есть вот в УГНТУ для иностранных студентов? Более подробно. Они были представлены в презентации, но хотелось бы более подробно узнать, на что имеет право иностранный студент, обучаясь как в УГНТУ, так и в БГПУ. Меры социальной поддержки, кроме того, какие мы мероприятия проводим в целях социальной адаптации, но и также в нашей большой интернациональной семье, то есть это как дружная команда, и по всем странам у нас имеется актив, то есть студенческой диаспоры, куда входят активисты, и, соответственно, они поддерживают, оказывают поддержку уже на своем студенческом уровне. Но также, кроме этого, работает у нас психологическая служба в университете. Что касается финансовой поддержки, да, иностранные граждане могут претендовать на получение материальной помощи 2 раза в учебном году. Кроме этого, также 2 раза, как минимум 2 раза в учебном году они могут получать премии в зависимости от их активности, участия в различных мероприятиях. Для студентов, которые обучаются на бюджетной основе и обучаются без троек, то есть хорошо и отлично, они могут претендовать на получение повышенной стипендии, которые варьируются в размерах от 8 до 15 тысяч рублей. И обучаясь на бюджете, они еще обычно. Но они обучаясь на бюджете, соответственно, как минимум получают, это около 3000 рублей, это обычная стипендия ежемесячная. Академическая, да. Учитывая, что ежемесячный средний расход студента иностранца составляет 9 тысяч рублей, то есть вполне этих денег достаточно при получении повышенной стипендии, чтобы стать независимым финансово от родителей. Хорошо, а вот если у иностранного студента имеются проблемы с русским языком, есть какие-то курсы в университете чтобы русский язык подтянуть? Да, есть еще касательно вопроса занзибарских студентов, то есть абитуриенты из дальнего зарубежья сначала проходят 1 год подготовительный курс,
где они осваивают русский язык. Кроме русского языка, также мы им даем там физику, математику, информатику. Соответственно, в течение этого года они изучают русский язык, адаптируются, интегрируются в российское общество, и уже, соответственно, к первому курсу они будут понимать и разговаривать, то есть на русском языке. Можно я еще добавлю, Наталья? Да, Ну, не конечно. стоит забывать, что студенческое братство славится своей взаимопомощью. Это да. Да. А здесь надо понимать, что у нас еще есть, условно, такие, ну, назовем это альтернативный репетитор, когда ребята, допустим, из России, либо из других стран, кто лучше понимает математику, они подтягивают ребят, допустим, кто по математике отстает. То же самое по русскому, английскому языку. Мы, допустим, вот иностранных студентов, кто хорошо знает английский, активно привлекаем в клуб инженеров-нефтяников, где ребята, общаясь на английском языке, развивают этот бесценный навык общения, потому что, да, изучение там языка в группах это одно, а общение это другое. Поэтому, в принципе, условия для ребят созданы, от них мы ожидаем, что только они будут уделять время учебе и учиться. Спасибо. Есть дополнение у вас? Ну, наверное, может быть, мы про общежитие еще скажем, это тоже Я немаловажный тоже думаю, момент. что это очень интересует наших будущих абитуриентов, которые сегодня присутствуют. Как уже было сказано в презентации, общежитие предоставляется всем нуждающимся, зачисленным на первый курс для обучения по очной форме. Касаемо стоимости проживания, Салим, можешь детализировать? У нас в среднем сколько иностранный студент платит? Ну, по-моему, не более По поводу 1,5-2 стоимости тысяч. проживания в общежитии, ну, у нас общежитие двух типов бывает. Это обычное студенческое общежитие, стоимость которой около 1500 рублей в месяц. Ну и кроме обычного студенческого общежития также имеется тип общежития повышенной комфортности, квартирного типа, но, соответственно, они чуть дороже стоят. В месяц студенты платят около 4000 рублей. Вполне подъемная сумма получается, да? Если студент обучается на отличные, хорошие оценки и плюс участвует в жизни университета, он может получить повышенную государственную стипендию. Да. И вполне даже хорошо может существовать как студент. Совершенно верно. Это здорово. Хотелось бы еще немножко добавить по поводу организации социальной поддержки в рамках педагогического университета. Все, что было перечислено сегодня по поводу мероприятий для иностранных студентов УГНТУ, также реализуется и в Башкирском государственном педагогическом университете. Также для студентов бесплатные курсы подготовки русского языка для более успешного обучения уже по определенным направлениям. У нас существуют студенты, активно занимаются, и буквально за полгода, но некоторые за год русский язык осваивают очень хорошо, и проблем уже с обучением не бывает. Кроме этого, хочется сказать, что для иностранных студентов часто выстраиваются индивидуальные образовательные траектории, именно же уже по возможностям, способностям каждого студента. Также предоставляется общежитие, комфортное, в шаговой доступности от корпусов педагогического университета. И кроме этого у нас в университете проходит большое количество мероприятий для иностранных студентов с целью их адаптации к жизни студента в Башкортостане, в Уфе и в университете. Появились вопросы, пока мы с вами здесь общались. Здравствуйте, я Шадмон, бывший студент магистратуры. Хотела бы узнать, как поступить на бюджет в аспирантуру БГПУ. Я думаю, что здесь я буду отвечать на этот вопрос, потому что у нас в рамках аспирантуры осуществляется подготовка по 14 направлениям образовательных программ, их значительно больше. И уже в течение многих лет мы принимаем иностранных студентов в аспирантуру.
через Россотрудничество. Вам необходимо подать документы на сайт Россотрудничества и выбрать одним из приоритетных вузов, в котором бы вы хотели обучаться, то есть номер один он у вас должен быть, это БГПУ. После этого мы рассматриваем все заявления и даем рекомендации поступления в аспирантуру к нам. У нас учатся студенты, аспиранты из Таджикистана и других стран. То есть сначала они проходили у нас обучение в бакалавриате, потом магистратура и уже поступают в аспирантуру. Мы с большим удовольствием таких студентов берем. И квоты в порядка, допустим, 5-7 квот в год для иностранных студентов Россотрудничество нам выделяет. Если есть еще дополнительные вопросы, мы ответим. Хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех за активное участие в дискуссии, то, что вы активно задаете вопросы. Пока у нас еще есть время, ждем. Пока у нас наши будущие абитуриенты формулируют вопрос. Добавить, да? Да. Тоже немаловажную информацию хочу донести до слушателей о том, что с осени прошлого года вступило в силу изменение в законодательстве о трудоустройстве иностранных граждан. То есть теперь иностранные граждане, обучающиеся на очной форме обучения, имеют право в свободное время от учебы трудоустроиться как в стенах университета, так и в том регионе, где он обучается. Вот. И, соответственно, тоже будет как дополнительный стимул, как финансовая поддержка. И кроме этого, в нашем университете имеется консультационный центр по оформлению, получению разрешения на временное проживание, вида на жительство и с дальнейшим получением гражданства Российской Федерации. И данная вот эта тема, с учетом того, что большое количество заявок поступает от иностранных учащихся по поводу получения РВП, поэтому это актуально для ребят, слушателей. И, соответственно, поступив в наш университет, вы можете пройти консультацию и, скажем так, поддержку. И очень важно, что университет предоставляет возможность оформить регистрацию в общежитиях УГНТУ. Тем самым облегчить задачу оформления, получения РВП, статуса пребывания здесь, на территории Российской Федерации. Замечательно, да, действительно, я благодарю вас, что вы этот момент осветили, потому что возможность работать студенту или аспиранту в рамках обучения — это очень важно, это получение опыта необходимого, и для того, чтобы облегчить материальное свое состояние, улучшить его, это хорошо. И хочется тоже добавить, что буквально, наверное, полгода назад вошло изменение в закон об образовании Российской Федерации о возможности студентов 3-4 курса учителем по своему направлению, которому он обучается. Поэтому вот это тоже является большим преимуществом для наших студентов. И я думаю, что вы, поступив либо в нефтяной университет, либо в педагогический, этой возможностью воспользуетесь. Еще вопросы? Пока вопросов у нас еще не сформулированы нашими участниками. Я думаю, есть еще какие-то дополнения, которые наши коллеги, сегодня присутствующие, хотели бы рассказать. Так. Вот у Шадмона появился вопрос по поводу перевода из других вузов в БГПУ на бюджетной основе.
В принципе, мы осуществляем переводы из других вузов при возможности или соотношения образовательных программ, на которые вы обучаетесь в другом вузе и в нашем. На бюджетную основу мы также переводим при наличии бюджетных мест по направлению обучения. Если бюджетные места есть и программы позволяют вас перевести, если разница не возникает больше 25 зачетных единиц, то перевод можно осуществить. Так. Еще вопросы? Наталья Викторовна, Да, можно я добавлю? да, Я конечно. хотел бы озвучить, чтобы абитуриенты и их родители вот по итогам сегодняшней трансляции они не боялись задавать вопросы в последующем, потому что мы оставили контакты. Ну и сказать, наверное, больше даже родителям, что отправляя своих детей в вузы Республики Башкортостан, вы можете быть полностью спокойны за их безопасность, потому что и в УГНТУ, и в БГПУ, а также в других вузах республики созданы комфортабельные общежития. За каждой группой следит куратор, то есть студент, проживая в общежитии, его, как сказать, проживанием интересуется, его проживание контролирует и студенческий совет общежития, и куратор от университета. Ребята помогают друг другу. Общежитие находится в шаговой доступности от учебных корпусов. Созданы все условия для того, чтобы в свободное время ребята посвящали также только позитивным различным мероприятиям. Это студенческие активности, спортивные активности. Как мы сказали, если возникают вопросы с учебой, также ребят один на один, условно, с этим вопросом никто не оставляет. Есть, условно, в УГНТУ деканат по работе с иностранными студентами, есть соответствующие подразделения в БГПУ. Ну, это коллеги, я бы назвал их как мамы, папы, такие удаленные, которые курируют вопросы и учебы, и проживания иностранных студентов. Мы понимаем, что ребята, особенно те, кто только начали разговаривать на русском, им сложнее адаптироваться, нужны дополнительные усилия. Поэтому также хотелось бы отметить, что сегодняшнее наше мероприятие ведется в рамках программы содействия переселению соотечественников. И что такое статус соотечественника, вот тоже мы, наверное, не сказали. Статус соотечественника – это значит, что вы или ваши родственники по прямой восходящей линии проживали в странах бывшего СССР. Вот этот статус позволяет вам поступать на бюджетное место в любые вузы Российской Федерации, но, естественно, мы вас ждем в вузах Республики Башкортостан. На документах мы специально не останавливались, потому что здесь получается один перечень для Казахстана, другой для Узбекистана. Коллеги оставили свои контакты, и наш контакт, и БГПУ. Пожалуйста, если вот какие-то частные вопросы возникают, всегда мы вам этот перечень документов вышлем, расскажем, как их оформить. Я думаю, и у нас, и в БГПУ коллеги помогают с оформлением документов. Допустим, к примеру, отправка в главэксперт-центр документа об образовании для нострификации и так далее. То есть все вопросы эти решаются, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы у нас учились иностранные студенты. Это расширение наших компетенций, вот увеличение нашей большой студенческой семьи, привлечение туда новых культур. Мы, естественно, во всем этом заинтересованы и полностью этому содействуем. Спасибо, Денис Владимирович. Коллеги, может, еще кто-то хочет добавить информацию? Мне тоже хотелось немножко высказать тот момент, что во всех наших вузах Республики Башкортостан созданы студенческие диаспоры. И многие наши студенты-иностранцы приходят на мероприятия, которые организует УГНТУ, ГАТУ, медицинский университет, также как и студенты других вузов приглашаются на мероприятия, уже проводимые педагогическим университетом. И вот это взаимодействие между университетами помогает студентам легче адаптироваться в незнакомых условиях и легче осваивать уже образовательные программы. Хотелось сказать еще то, что выпускники, и в том числе иностранные студенты наших университетов, достаточно хорошо трудоустраиваются в жизни. Потом они
нам пишут или как-то контактируют уже, будучи выпускниками, и рассказывают о том, насколько вот обучение в ВУЗе помогло им устроиться в жизни, получить хорошую специальность и уже достойно жить и работать либо в своей стране, либо они остаются в нашей республике или в других городах Российской Федерации. Вот. Я думаю, что есть еще, наверное, какие-то вопросы у наших слушателей. Вот. Из Таджикистана всем передают огромный привет. Хорошо, у нас вот в университете учится большая диаспора студентов из Таджикистана, и причем кто уже отучился, они приглашают своих знакомых, родственников, чтобы они поступали в наш университет. Тут уже практически династии возникают. Поэтому, Шадмон, мы вас ждем, будем рады. Вы еще хотелось добавить, что можете обращаться не только в приемные комиссии университетов, а напрямую звонить или писать письма в структурные подразделения, в учебные структурные подразделения, то есть на факультеты, в институты университетов, где вам также подробно расскажут о каждой образовательной программе, которая у нас есть, какие она дает преимущества, какие компетенции осваивают студенты в процессе обучения. Вся эта контактная информация есть на сайтах университетов. Я думаю, что любой университет, вы можете зайти на сайт и взять телефон, позвонить или написать по электронной почте уже непосредственно по тому направлению, по которому вы хотели обучаться. Так. Коллеги, еще есть какие-то вопросы или дополнения? Я думаю, наверное, основной объем информации дали. Дальше уже выбор за ребятами. Есть контактная информация для того, чтобы напрямую выйти на контакт и спросить какие-то частные вопросы. Мы, естественно, всегда с удовольствием на них ответим. Да, всегда ни один вопрос, ни одно обращение не остается без внимания. И к студентам, особенно из других стран, у нас отношения особенные, трепетные. И я уже сказала, что там каждого опекают, помогают и наши преподаватели, и студенты-однокурсники, чтобы проблем с обучением у них не было. Тогда мы завершаем. Хотелось бы поблагодарить коллег из нефтяного университета, коллег педагогического университета. И, подводя итоги сегодняшней работы, мы от имени Совета ректоров вуза Республики Башкортостан выражаем всем благодарность за участие. Напоминаем, что у нас впереди еще одна встреча, которая пройдет 3 апреля. У нас будет возможность ознакомиться подробнее с Башкирским государственным университетом и Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Спасибо всем за внимание. Ждем ваши, выпускников вузов или школ для поступления к нам на бакалавриат, магистратуру или аспирантуру. Все двери для вас открыты, и всегда рады общению с вами и сотрудничеству дальнейшему. Спасибо за внимание.